Олимпиада – казахский термин. Термин «Олимпиада» основан на казахском слове «алим», что означает «смерть», «возвышение», и связано со словами «алим» – «мир», «оуэли» – «великий», «алып» – «гигант». Подтверждения данного факта заключены в исторических письменах древнегреческих историков, таких как Геродот, Геродор, и указываются в работах ведущих ученых мира, среди которых Мартин Личфилд Уэст, который определил происхождение древних греческих религиозных практик от шаманских и языческих традиций. Уэст и Буркерт определили происхождение древних греческих религиозных практик, включая историю о Геракле, от шаманских и языческих традиций. Геродот сам называл Оулы-Тау Казахско-Скифсакскими горами, вершина которой именуется Аулиамби-Атабасы, вершина святых предков, или Улиэмбиата, вершина Великого Кормчего, что также идентично термину Олимпиада. Оулы-Тау и ныне является сакральным местом, где находятся мавзолеи известных людей, включая батыров и императоров. Вероятнее всего, под названием древнего поселения Элиды, Илис, или, в котором находилась Олимпия, имеется в виду казахская ел, улыс – страна, народ, страна тюрков, или владеть, владение, месить, и соответствует казахским топонимам как Или и Улытау. Для сравнения можно также привести предположение британского исследователя Хью Чисхолм, который основывает происхождение названия Элиды на древних местных словах валис или валея, подразумевающие значение низина или долина, которые соответствуют казахским аласа, луке, жайлау и являются синонимом жазык равнина, долина, степь. Позже данное место было связано с культами Зевса и Геракла, которых древние греческие источники, включая Геродота, признавали как предков казаков. Роберт Бикс утверждает, что слово «Олимп» имеет догреческое происхождение, которое означало «гора». По древнему преданию, Геракл был первым, кто назвал игры олимпийскими и ввел обычай проводить их сначала каждые 5 лет, в дальнейшем – каждые 4 года. О сходстве казако-кифсакских традиций с эллинскими писал сам Геродот, имея в виду обычай древних казаков, который называется ас или кудай-жалы, также известный как таир-асы, божие угощения, жертвоприношения, великие поминки, дары тенгри, проводимые через год после кончины человека и повторяемые на 3-й, 5-й, 9-й год и так далее, во время которых устраиваются разные соревнования, включая скачки и борьбу. В исключительных случаях в программу спортивных игр могут включаться куакпар или куакбори-сайс, состязания в честь небесного повелителя, волка, или аспану, небесному саду и небесам. По древнему казахскому обычаю, Астарту или устраивался в честь духов предков, что на казахском имеет много названий, как Жан, Ки, Са, Рух, Аруах, И, Жебеуши, Эзык, Жилюши, Аулиямби и так далее. Когда умирает чей-нибудь отец, они приносят жертвоприношения, подобно тому, как это происходит на поминальном празднике у эллинов. Этих людей также считают праведными, а женщины у них совершенно равноправны с мужчинами, писал Геродот. Исходя из вышесказанного, становится ясно, что Казака-Скифсака уже тогда были известны как Туран, что означает «страна небесного бога», «страна праведных», с древнеказахского, ровно и древнетюркского языка. Необходимо учесть, что самым великим духом, Тее Улыжаном, Уер и Улкин считается Аза или Кифсак, также известный как Кау в кириллице горизонтально перечеркнутая Катенгри, Коокмурын, повелитель неба, Всевышний, Великий Кармчи и Создатель. Есть также предположение, что слово Олимп родственно микенскому греческому слову Урупиджаджо, народ, этническая группа, что идентично с казахским Уру Патшалы, империя народа Великого Неба. У Гомера указываются варианты Аулумпас, резиденция богов, и как синоним Уран, небо. Другое историческое название горы – Олимп Белус, небесный. В таком случае казахским соответствием будет гора Оулы-Тау, гора Великого, что подразумевает гора Коок-Тенгри или Тура, повелителя неба. А слово Уран является военным кличем казаков и означает «возвеличивать небо», слава небесному духу Ориан, другими вариантами которого являются слова Орис, Бари, Аруак и Дыр. Даже слово Белус имеет свой казакий эквивалент в форме Белес, возвышенный, холм. Таким образом, Гея богиня земли, которую почитали эллины, происходит от казахских слов Кии – святая земля, или Жер, Ана или Апа, Апай – покровитель земли. Позже данное место было связано с культами Зевса и Геракла, которых древние греческие источники, включая Геродота, признавали как предков казаков. Имя Зевс или Жеус имеет свое казахское происхождение от Жаик – покровитель земли и воды, молниеносец. Другими вариантами имени Жая является Орис, Жес, Жаз, Жауис, Жауин, Жауши, Жебе, Жанбер и Жес. Что касается имени Геракла, то оно соответствует казахскому имени Карагалы, всевидящий, Зорький. Датой завершения игр называется 393 год нашей эры, с изданием императором Феодосием I указа об уничтожении всех языческих культов и обрядов.